Всем привет, дорогие друзья! Ну, наконец-то решила снять такое маленькое видео. Вышла на улицу, поснимаю сначала улицу нашу, двор наш покажу. На улице у нас тепло, такая безветренная, спокойная, тихая погода. Сейчас покажу, сколько градусов у нас показывает. 6 градусов. 6 градусов показывает. Ну, так-то есть ветерок, конечно, сказала, что нету ветра, но ведь ветерок есть. В этом году январь месяц у нас был тоже теплый. Даже крещенские морозы у нас были теплые. Может, где-то минус 2-3 градуса, не помню, сколько градусов было, но не больше, наверное, 5 градусов было, так как очень погода была теплая. Я даже, можно сказать, выходила снежком умываться, протирать себя. Вот. Редко были и морозы, но не очень такие сильные, до 30 градусов. Два дня, например, а потом опять снегопад, пурга, метель. И вот у нас какие сугробы. Большие сугробы такие, снега столько выпало за месяц, за январь. А сейчас вот пару дней, вот, слава богу, что пока нету снегопада. И то хорошо, отдыхаем. Алексей сегодня вон почистил у бабушки на веранде крышу. Раскидал снег. Вот. Вон какие сугробы у нас. Колодца у нас не видно, все закрыто. Вот. Вот такие сугробы. Такие большие сугробы у нас. Умку, наверное, сейчас я отпущу. Вчера тоже отпускала на прогулку. Да, Умка? Кушать. Не покушала. Сейчас, Умка. Вот. Пусть побегает. Как ей хорошо. Вот. Покажу теплицу у меня. Теплица вся в снегу. Нужно опять вот снег раскидывать с теплицы. Между теплицами вон сколько снега, сугроба. Да, наполовину снегом покрыты. Всем уже надоело этот снег чистить. Все устали, у всех руки болят уже. Вот. Ну вот. Главное тепло. И сейчас в эти дни снега нету. И то хорошо. Зима теплая. И дрова очень мало уходят. Мы дрова в этом году одну машину уже привезли. И распилили. Раскололи уже. Вон там готовые дрова уже лежат. Еще хотим купить одну машину. Здесь что-то очень маловато в этом году привезли. Вот. Чем в прошлом году. Одна машина, это очень мало. Вот. Ну, еще привезти должны одну машину. Попросили же тоже. Здесь крыши Алексей тоже у нас раскидал. Вчера снег приходил да раскидывал.
Потому что такие сугробы на крыше были большие сугробы. А Умка-то резвится как бегает. Да, тепло и, как говорю, уже дров очень мало уходит. Вот здесь были дрова у нас, только вот эта сторона пусто стала. И здесь дрова еще вон сколько. С этой стороны полная. Ну и это вот, что начали отсюда брать дрова. Вот, соседи там дрова пилят. Занимается у всех сейчас такое занятие. Дрова пилят, колят. Вот. Вот такая теплая зима в этом году у нас. По зиме, если судить, то лето, наверное, не очень-то теплое будет. Потому что если, как говорят, зима холодная, то и лето теплое. Если поэтому судить, и лето не будет. Надеемся, конечно, на лучшее. Потому что уже как 3 года подряд у нас теплое лето было. Ну, а я, наверное, зайду домой. И дома, наверное, что-нибудь приготовлю, что-нибудь вкусненькое. Давно уже видео у нас не было. Ну, просто вот, ну, это из-за того, что у нас Сережа болеет. После операции не до съемок было, конечно. Вот, сейчас вроде бы у нас более-менее лучше стало, но скоро у нас опять операция будет. Вот. Надеемся, что все будет хорошо. И до лета поправимся. И будем дальше часто выкладывать наши видео. Вот. Да, Умка? Ну а теперь я захожу домой и поснимаю дома, что буду готовить. Ну вот мы и на кухне. Я сегодня собралась приготовить торт без выпечки. Торт без выпечки делать буду я из творога. Этот торт я попробовала у Нины Ивановны. Была у нее в гостях, у Сережиной сестры. Вот, и она угостила вот этим тортом. Угостила, и мне очень понравилось. Вот сегодня сама хочу это приготовить. Значит, я беру полкилограмма творога, 20 граммов желатина. Сюда наливаем 70 грамм воды. И это все размешаем и оставляем в сторонке для набухания. Здесь у меня 70 грамм сахарного песка и ананасы. Ананасы 565 граммов, баночка такая. Вот полностью ананасы, нарезанные кубиками, мелкими кубиками. И сироп от ананаса. Здесь у меня полкилограмма творога. Сюда наливаем сироп, полстакана. И блендером будем все размягчать. Так, у нас получилась однородная масса такая. Так, сюда добавляем сахар. И остальной сироп наливаем. И дальше все блендером. Ну вот. Творог у нас готов. Творог должен быть комнатной температуры, так как когда будем к
класть сюда желатин, чтобы у нас творог не свернулся. Вот такой творог у нас. Так, а здесь у нас желатин уже набух. И растапливаем его в микроволновке 10 секунд. Так, готов. Сейчас сюда мы будем добавлять готовую смесь. Сначала 1 ложку, размешивая, потом еще 1 ложку. Так, а теперь это все выливаем сюда потихоньку и будем размешивать. Вот так потихоньку размешивая, выливаем желатин. Так. И сюда уже добавляем мы ананасы. Все, размешаем это все. Так. У меня здесь силиконовая форма такая. Можно любую силиконовую форму взять. Вот. И сюда мы это все выкладываем. Все разравниваем и отправляем в холодильник. В холодильник отправляем на 2-4 часа. Ну а потом посмотрим, что у нас получилось. Вытащила из холодильника. Вот. Переложили мы в тарелку. Вот показываю. С узором такой тортик получился. Сейчас будем пробовать. Такой кусочек. Такой нежный, вкусный, не очень такой сладкий. Очень вкусно. Так что советую приготовить. Делается очень легко. Очень легко и просто. У меня в холодильнике стояло вот 2 часа. Ну и уже можно кушать. Ну вот. Торт у меня получился. Я продолжаю кушать. Такой вкусный. Ну, на этом я свое видео заканчиваю. Свое маленькое видео. Так что всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.